Рустам Минниханов в Центре нейрохирургии Тюмени. Еще 9 лет назад на этом месте было пастбище для лошадей. А сегодня супероснащенная клиника мирового уровня. Ему показывают ноу-хау центра. Гибридная интеллектуальная операционная с компьютерным томографом. За 9 лет 28 тысяч операций. Этого нигде нет в России сейчас, 100%. И в мире буквально тоже несколько центров, 1, 2, 3, которые вообще владеют этой технологией именно 3D, в нейроиндустрии. Уже в этом году 20 татарстанцев за ОМС прошли здесь лечение. Рустам Минниханов поручил Минздраву увеличить эту цифру. Важно, чтобы и татарстанцы имели возможность получать медицинскую помощь по мировым стандартам. В Федеральном центре нейрохирургии в год проводится до 4000 операций. С 2010 года здесь побывало больше 1000 врачей из 35 стран мира. Нейрохирурги с разных континентов едут в Сибирь за передовым опытом. Чтобы перенять мировые технологии, татарстанцы совместно с Федеральным центром разработали образовательную программу. И уже в этом году выпускники Казанского федерального университета начнут обучение на базе Федерального центра под руководством профессора Суфианова. Сидит вот это место инструктора, здесь самый крутой микроскоп. На базе центра работает кафедра нейрохирургии Московского университета имени Сеченова. На самом деле Республика Татарстан – это очень значимая республика для Российской Федерации, и поэтому, конечно, повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи, в частности в области нейрохирургии, это очень важный аспект для того, чтобы жители Татарстана чувствовали себя очень комфортно. Может быть, мы в 2018 году подготовились. Большое количество они готовились и у нас, и в федеральных центрах Москвы. Сейчас мы перенаправились сюда. Хорошо, еще. И мы же хотели в Татарстане тоже что-то подобное. Значит, и третий этап, что они приезжают к нам и уже школу федерального центра. Что нужно делать? Ну, как-то рабочую группу здесь создать с ответственными лицами, так понимаю, и дальше мы будем двигаться. Это если сейчас отдельно сядем на эту тему и говорим. В Центре нейрохирургии президенту Татарстана презентовали стартап в сфере нейросетевых технологий. Его поручение – изучить и внедрить. А это уже Сибирский тренинговый центр Шлюмберже. На его базе нефтяники повышают квалификацию в год 6000 человек. 7 студентов из Татарстана. Нужно больше, сказал Рустам Минниханов. На заводе нефтепромыслового оборудования Рустама Минниханова заинтересовали технологии производства силовых насосов для скважин. Как будут наращивать объемы товарооборота, и не только, говорят уже на встрече с губернатором Александром Мором. Сегодня подписано соглашение о сотрудничестве. Много мы учимся в Республике Татарстан, потому что Республика Татарстан по многим позициям являлась и является лидером Российской Федерации. Очень много они первыми внедряют, и мы многое у вас подсматриваем. И вот эти горизонтальные связи, межсубъектовые отношения имеют очень большое значение. Родная речь, национальная еда и традиции – это уже местный татарский центр. Активисты, ученые, учителя рассказали президенту о работе по сохранению историко-культурного наследия сибирских татар. Говорили спасибо за поддержку и просили содействия в развитии проектов. Наша задача властных структур создать условия, чтобы это история большой нашей России. Сохранить вот эти культурные объекты, сохранить традиции, это же красиво. Сабантуй мы проводим, там же не только татары, башкиры, там все приходят. Это же прекрасный праздник показать свою самобытность. Госнаграды за вклад в сохранение наследия татарского народа – это уже финал большой встречи. София Хайруллина, Рустам Салтукиев, ТНВ Тюмень.